На сегодня основное внимание, конечно, уделено именно ледоходу по реке Лена. Со вчерашнего дня, с 11 мая, мы наблюдали нижняя кромка ледохода на гранит Хангаласского района и территории городского округа город Якутск. И, значит, начиная с вечернего времени, интенсивный ледоход вот по сегодняшний день проходит уже по территории городского округа город Якутск. И уже идут подвижки ниже по течению на территории Намского района, где вот у нас населенные пункты действия, которые имеют большой риск по подтоплению в результате заторных явлений на реке Лена. Именно вот в районе острова Медвежий. Уровень воды в городе Якутске составляет 375 сантиметров, при критическом 990 сантиметров. Угрозы подтопления в Якутске нет. И мы наблюдаем также Табагинский мыс и населенный пункт Кангаласа. Уровни пока низкие, угрозы подтопления по Табаге и Кангаласам нет. По реке Алдан нижняя кромка находится ниже от поселка Хандыга районного центра 10 километров в Тампонском районе. Уровень воды в Хандыге 590 сантиметров, наблюдается средний ледоход. И верхняя кромка по Алдану находится в районе Усьмаи, Усьмайского района. Значит, река Амга уже вышла в устье. Почти мы снимаем контроль по реке Амга. И на реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 километрах ниже от населенного пункта Хатры-Хомо. В ближайшие сутки мы ожидаем выхода ледохода по Вилюю именно в устьевой части. И на реках Яна, Колыма, Индигирка ледостав. В настоящее время подтопленных жилых домов, объектов экономики от паводковых вод нет. По мере продвижения ледохода районные звенья функционируют в режиме повышенной готовности, в режиме чрезвычайной ситуации. Ни одно звено Якутской территориальной подсистемы пока не работало. В настоящее время у нас 11 звеньев Якутской территориальной подсистемы работают, находятся в режиме повышенной готовности. В основном работают органы управления и силы и средства постоянной готовности.